Ребята, всем привет! Вы на канале Рыбалка на реке Мокша, и мы с вами где? Правильно, на реке Мокша. И по старой доброй традиции будем пытаться с вами поймать головля на одном из красивейших перекатов этой реки. Я сегодня с Романом. Роман, опять же, по старой схеме у меня внизу, так скажем, ниже по течению. Он на бензиновом моторе, чуть попозже ко мне поднимется, и мы узнаем, как обстоят дела ниже по течению с головлем. Я нахожусь где-то на середине переката. Сейчас здесь немного покидаю, попробую подняться в начало переката, посмотрим, как там обстановка. Может быть, там снова голавль будет нас радовать поклевками. И потом постепенно будем спускаться вниз. Посмотрим, что из этого получится. Погода вроде бы отличная, головлиная, хотя вчера был дождь и вода довольно-таки мутная. Все, начинаем, поехали. Что это? Ага, это все-таки это рыба, ребята. Такое с подвисанием как бы. Да, голавлик на перекате есть. Активность его под сомнением, конечно. Но первая рыбка у нас на крючке. И голавлик ли это? Непонятно. Поклевка была не совсем четкая, так скажем, а тюк-тюк и с подвисанием. Но это голавль, ребята. Это голавль. Давайте я его лип-гриппом возьму. Оба. Не получилось зафиксировать. Вот такой вот небольшой голавлик, клюнул воблер. Опа. С нитками он супер. И буквально вот на 4-м забросе вот такой вот голавлик. Естественно, отпускаем эту рыбку и будем продолжать дальше. Уже неплохо, уже хорошо. Четкий заброс прям под кромку берега. Но головля там активного нет. Либо он просто не хочет данную приманку. Роман ко мне поднимается. Видимо, там снизу тоже не клюет. Мне удалось вот пока поймать одного голавлика. Смена приманок результатов не дает пока. Пробую на разные, с разным заглублением, с разной игрой, с разными делами. И результатов нет. Поклевок нет от слова совсем. То бишь вот одна поклевка с реализацией. И то голавль как-то, бодал приманку и засекся за подбородок там. Что там снизу клюет? Да, окушки там что-то. Окушки? Одного голавлика поймал, все, поклевок нету. Ну давай поплыли туда. Там выставимся. Все, идем вверх по течению. Сейчас там проверим. Если нет, то будем потом спускаться и облавливать заново.
Поднимаемся потихонечку вверх по течению к началу переката. Хотел вот показать вам обновочку. Новый iPilot у меня вот такой вот от фирмы Тонар. Якорь, который у меня был до этого, я нечаянно по глупости утопил на Оке. Мы ездили на открытие, видео не снимал, потому что там было так хорошо, что я, если бы вам бы показал, вы бы очень сильно раззавидовались. Ну вот небольшой кадр сейчас я вставлю, как мы там отдыхали. Вот. Сейчас попробовал якорь, ну вроде как бы держит. Сразу же он потерял свою красоту, ободрался об камни. У него такие вот грунтозацепы есть. То бишь вот он цеплялся, но за камни тут что-то не особо он цеплялся, скользил. Но тем не менее удавалось заякориться. Посмотрим в дальнейшем, как он себя поведет. Якорь я утопил вместе со шнуром, поэтому пришлось купить тоже и шнур. Все мне обошлось в 2000 рублей. Можно найти данный якорь на Валбересе. И шнуры с катушкой. Вот на такой вот мотовильце. Очень удобно. Шнур 8 миллиметров. Вообще зачет. Ну и будьте повнимательнее, не теряйте. Все сейчас очень дорогое. А мы приближаемся уже вот к месту следующей постановочки. Трава значительно поднялась. 2 недели назад мы здесь были. Было поменьше травы, возможно поглубже, не знаю. Вот, но сейчас вообще может намотаться трава на винт. Все, отключаюсь пока. Нужно будет помогать сейчас веслами. Ромка обрыбился. Поймал головля. Сместился чуть пониже. Стало как бы правильно бросать. И попался. Небольшой голавлик, да, грамм 300, наверное. Опа. А я меняю очередную приманку. Тоже была здесь подтяжечка, но так, чтобы прям бах на каждом забросе, такого нет. Что за воблер? Касадака боксер. А, то бишь что опять по старой схеме, да? Ну пока да. Касадака боксер у Романа там. И вот маленький голавлик попался. И Ромка его отпускает. Маленько тоже неудачно я встаю. Ну ладно, сейчас попробуем еще и тоже, наверное, надо сместиться немного. Не нравится мне, как проходит приманка по какой дуге. Так, Роман там что-то клюет у него, слушай. А? Ну, понятно, как бы в затяжке, да, стоит. Ну, не крупные голавлики-то. То есть он не стоял на струе, а стоял вот в затяжке. Уже на выматывании, да? Такой же. Грамм 300, наверное. Стандартные пока голавлики. Взял на спокойной воде. А у меня поклевок нет. Воблеры меняю. Не клюет. Голавлик, да, небольшой. Все, целуй, отпускай.
Так, Вот небольшой. да, что-то Роман очередная поклевка. И маленький голавлик, да. Но с поклевкой, с такой звонкой. Да, так дернул прям. Дернул нормально, да, на кренке 40 от Strike Pro. Вот. Но поклевки что-то настолько редкие, что мы уже прям тут загрустили немножко. Вот. А я тут пробовал тему вот такую. Подглядел тут у одного товарища. Как уже в крайности перехожу тут. Пробую всякие разные варианты. Голавль активность никакую не проявляет, на поверхности воды не бьет. И вот сколько раз мы уже были, тут раза 3 или 4, а может и 5 в этом сезоне уже. И голавль, да, не бил. Нет, активность проявлял, как бы на приманке отзывался, а чтобы по поверхности бить, не бил. Все, Ромка отпускает его. И вам тоже советую отпускать голавликов, да. Голавликов отпускать. Ладно, тоже перехожу на кренки. Будем надеяться, что еще раз клюется. Да, была поклевочка, какие-то маленькие голавлики стоят вот здесь в затишке. Дернул. Но пока камеру включал, отвалился, короче, маленький голавлик. А где здоровые, папка голавль, там вот эти вот все дела. Да, нет, ребята, по факту как бы включусь, когда будет рыба. А сейчас... А нет, вот рыба, но это окунь, походу. Да, окунь. Эх, ничего себе. Если бы клевали такие стабильно, можно было бы их как-нибудь закоптить, там это, достать коптильню. А сейчас вот... Поймал, отпустил. Поймал, отпустил, да. Сейчас отпущу, Роман, не переживай. Я просто говорю, если они бы стабильненько клевали, так вот можно было бы закоптить на даче. Ну, так и голавля можно было бы закоптить. Голавль — это несъедобная рыба. Рыба вся съедобная. Нет, голавль несъедобный, даже копченый. Вкусный. Нет, можно отравиться. Ну. Головля отпускайте. Ну. Может быть несварение желудка. Ну. Не прошло и полгода, ребята. Кидаем, поклевок нету. Уже прям разочарование определенное. Но опять вот без удара, как бы нет активности, то вот у него, у головля. Значит, вот от этого куста заброс поперек течения на снос. И догнал он его. Роман. Наплакал, я вижу. Наплакал, ага. Наплакал голавлика вот такого. Перепробовал кучу разных воблеров, ребят. Сейчас он дернется и как-то, возможно, может меня повредить. Вот так сейчас мы руку намочим, чтобы он ожог не получил. Зафиксируем. Еще раз в подтверждение, вот эта классная бюджетная приманка. Мечта многих. Раньше вообще невозможно было нигде вот это вот купить. Хамакура Спайдер как бы сняли с производства воблеры, отжакал. У Романа окунь клюнул. А у меня вот такой голавлик. Ну, грамм 250, я думаю, может 300.
Не буду взвешивать. Отпускаем. Воблер вот такой поближе. Скушал все-таки. И мы, наверное, сейчас покушаем тоже. Время обед. Да, 12 часов. Сейчас тоже, наверное, перекусим. Акули пупок. Так, все, рыба не клюет. Есть не хочет, но мы хотим есть. Развернули здесь небольшую кухню. Там Роман, плита, все это делает, разогревает, короче. Сейчас перекусим и, наверное, снова поднимемся в начало переката, где более-менее были какие-то звонкие поклевки. Ну все, нам приятного аппетита. Мы сейчас по-быстренькому фук-фук и снова кидаем. Так, давайте посмотрим. Может, голавлик тоже проголодался тут. Птичка, он находится за моей приманкой, вон. Ничего себе. Ну что, дорогие друзья, рыбалка подошла к концу. Рыбалка так себе. Голавль почему-то не активен. Возможно, из-за того, что перемена погоды. Вчера было холодно, плюс 10. Сегодня вот за 25. Вчера был дождь, сегодня нет. Короче, что-то не так. Либо мы делали что-то не так. Но головля в количестве и хороших почему-то поймать не удалось. Удалось поймать еще несколько окуней, там не попали в кадр. И Роман поймал голавлика грамм на 500, на 600, тоже в кадр не попало, он был далеко от меня. Все, иду к машине, ребята. Хочу сказать за якорь, вот за этот, да, который я вам показывал. Якорь держит, оправдал ожидания, значит, все нормально, как бы я доволен. Хотя тот якорь, который у меня был из колеса от вагонетки, конечно, тоже нормально держал и на перекате, и на Чебоксарском водохранилище. Ну, этот теперь будем пробовать. На перекате держит, и это уже хорошо. Все, ребята, всем пока, до новых встреч, увидимся на воде.